Ну а зараз з намі на сувязі гость студыі Белсат, вядомы украінскі журналіст Дмітрий Гардон. Абмяркуем з ім, як украінцы ўспрымаюць перамовы пра магчымае заміренне з Расіяй, а таксама ягонае знакамітае інтэрв'ю з Лукашэнкам у жніўні 2020 году. Дмитрий, добрый день. Добрый вечер. Жаль, что я не умею говорить по-белорусски. Я бы с удовольствием с вами поговорил по-белорусски, но думаю, что еще научусь. Хорошо. Хотя в детстве с удовольствием смотрел в Киеве спектакли театра Янки Купалы и всю белорусскую речь понимал хорошо. Спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Но, думаю, вопросы будут не такими, может быть, приятными, потому что мы будем обсуждать мир, войну. И прежде всего, сегодня очередной раунд переговоров, но хотелось бы спросить у вас, как считаете, стратегически готовы ли украинцы к тому, что к какому-то варианту мира с Россией после 3 лет войны, после 3 лет смертей, ужасов войны, бомбардировок, зверства российских оккупантов? Что вы на это скажете? Украинцы, безусловно, хотят мира. Украинцы готовы к миру, но к справедливому миру, а не лишь бы какому. Дешево состряпанный фашистской России мир нам ни к чему. И мы никогда не согласимся на условия, которые поставят под вопрос нашу государственность. И просто если нам предложат вариант, который не будет созвучен нашим надеждам и чаяниям, если мы посчитаем, что все жертвы тогда, если мы согласимся на этот вариант, были зря, мы никогда на этот вариант не согласимся. Давайте как раз к вашим словам послушаем немножко мнение рядовых украинцев из Киева и россиян из Москвы. Что они говорят, отвечая именно на этот вопрос. У нас, я верю нашему президенту, гораздо другие были вопросы, более важные. Инфраструктура важна и все, но гораздо важнее более глобальные вещи. И о них не договорились. Трамп цяпер ідзе на саступкі Пуціну. Ён намагаецца зрабіць так, каб усё выглядала добра, што мы прыйдзем да міру. Але я мяркую, што Пуцін блефуе. Путін просто выйграе час і хоча, каб Украіна скончыла ваяваць і не нападала на Расею. Але за гэты перыяд Путін паспее ўзброіцца і напасці на Украіну з новаю сілаю. Думаю, Путін таксама маральна ідзе да таго, каб дамовіцца. Чамусьці мне здаецца, што ў яго апошнія сілы. Но тем не менее жителей Москвы. Я думаю, что реально, потому что украинцам это надоело, все безобразие, и нашим. Мы в надежде на то, что они договорятся. Я думаю, что у нас вся страна в надежде на это. Поэтому, хотелось бы, чтобы так было. Потому что, гибель наших ребят – это самое страшное, что происходит. И я не думаю, что там какие-то земли или еще что-то стоит человеческих жизней. Поэтому надо договариваться. Украина не захочет этого. Они уже сразу поставили условия, что никаких остановок поставок вооружения не будет, и останавливать мобилизацию они не будут. То есть что это значит? Это варианты Минских соглашений. После решения вообще их созвониться, такое есть предвкушение хорошего. Небо уже более голубое, и вообще как-то есть ощущение, что скоро этот конфликт закончится. Дмитрий, я не знаю, как вы отнесетесь к тому, что мы вместе дали мнение и киевлян, и москвичи, потому что в Украине есть такое мнение, что чего русских слушать, Путин все решает, а народ там ничего не может сказать. Я нормально отнесся к тому, что вы дали мнение москвичей тоже. Это не так, что Путин все решает, потому что если бы народ России был категорически против этой бойни, если бы народ России не поддерживал действия Путина, Путин не смог бы так в течение 3 лет терроризировать свободную Украину. Безусловно, он опирается на глубинное население российское, и, безусловно, российский народ в массе своей несет персональную, полную ответственность за развязанную путинским режимом войну. Мне нравится, как они говорят, конфликт. Какой же это конфликт, ребята? Это война. Когда ваши мальчики, как вы их называете, чтобы они горели в аду, напали на Украину, когда убиты
Десятки тысяч украинцев, разрушены украинские города, некоторые до основания. Когда миллионы людей, 6 или 7 миллионов украинцев вынуждены были бросить свои квартиры, дома и уехать в Европу, миллионы украинцев внутренне перемещены по Украине, искорежены судьбы, искорежены биографии, жизни искорежены. И это вы называете конфликтом? Гореть им всем в аду. Кто сделал это, кто поддерживает это и кто не протестует против этого, между прочим, тоже. Поэтому я еще раз хочу сказать, российский народ несет полную моральную историческую ответственность за преступления фашистского режима Путина. И российский народ будет каяться за то, что Путин с его бандой натворили с Украиной. Дмитрий, вы известны своими инсайдами, и вы хорошо знаете мнение украинской политической элиты. Часто вы первые сообщаете какие-то сенсационные новости. Как, по-вашему, сейчас официальный Киев реально относится к президенту Трампу? Или они считают, что вот это его просто такая политическая манера, буря и натиск, его стиль, или он действительно, как думают в Киеве, может действовать именно на стороне России, как сейчас многие, ну, немножко так, может быть, эмоционально заявляют? Трамп не будет действовать на стороне России. Трамп будет действовать на стороне Соединенных Штатов Америки и самого себя, Дональда Трампа. Чтобы понять психологию Трампа, я советую всем нашим уважаемым зрителям посмотреть художественный фильм 1924 года производства Канады, который называется «Подмастерье», можно его перевести «Ученик». Посмотрите это кино. Там о том, как Трамп формировался. Это художественный фильм, повторяю, из собранных по крупицам материалов жизни Трампа. Трамп такой, как он есть. Трампа избрало гражданское общество, граждане Соединенных Штатов Америки снова избрали президентом США. И мы работаем с тем президентом, который избран народом Соединенных Штатов Америки. Для Украины Трамп не идеален, безусловно, потому что он, мне кажется, находится в плену целого ряда стереотипов. И он, во всяком случае, произносит часто вещи, которые не являются правдой. Меня это смущает. Меня смущает, когда Трамп официально говорит о том, что окружены тысячи украинских военных в Курской области. Это неправда. Когда он говорит о том, что Соединенные Штаты помогли Украине на 350 миллиардов долларов, это неправда. Когда он говорит о том, что рейтинг Зеленского, президента Украины, 4%, это неправда. Когда он еще говорит много вещей, которые не соответствуют действительности и не являются правдой. В Украине украинское руководство относится к Трампу с уважением. Я это знаю, и я хочу вам об этом сказать. И президент Украины, и высшие должностные лица Украины с уважением относятся к президенту Трампу и ведут с ним диалог. Бывают перегибы на местах, но это живой организм, переговоры, живой организм. Бывают взаимные обиды, взаимные недоразумения, но после этого отношения становятся еще лучше. Теперь я хочу сказать по поводу того, что меня не оставляет, не покидает надежда, что то, что говорит и делает Трамп, является его методом кнута и пряника по принуждению фашистской России к миру. А правда ли то, что я скажу о себе? Что говорит Трамп, Да, что в Украине будут выборы президентские? Я не верю словам, я верю действиям, поступкам и, самое главное, результатам. Вот давайте слова отбросим, будем смотреть на результаты. Простите, вы задали вопрос. Да, про выборы. То есть Трамп говорит, что выборы в Украине будут. Но известно, что есть закон, когда во время войны нельзя проводить выборы. Что будет делать Киев? Выборы в Украине будут. Гражданское общество украинское хочет выборов. Президент Зеленский хочет выборов. План следующий, он прост. Прекращение огня, перемирие так называемое, затем заключение мирного договора, справедливого мирного договора, а не лишь бы какого, повторяю я, после чего в течение 6 месяцев кампания предвыборная, и затем выборы и президента, и парламента Верховной Рады, и местные выборы, и выборы мэров городов, и руководителей поселений.
полностью перезагрузка всей власти. Мы демократическая страна, мы не собираемся заниматься узурпацией власти и так далее, но мы не можем проводить выборы, когда в стране военное положение. Пусть кто-то научит нас, кстати, и Черчилль не проводил в Великобритании выборов во время войны. Пусть кто-то научит нас, как организовать выборы, когда 6 или 7 миллионов украинцев находятся за пределами Украины. Пусть кто-то научит нас провести выборы, когда миллионы внутренних переселенцев. И пусть кто-то научит нас провести выборы, когда миллионы, даже более людей находятся на передовой. А еще хочу сказать, предвыборная кампания во время военного положения, когда начнется массированный вброс компроматов во все стороны, когда начнутся политические дебаты, атаки и взаимные упреки, все это может разорвать страну, которая выстояла в военное время, разорвать ее в мирное время. Это, кстати, план России, это гибридная война, которой Путин овладел мастерски. Поэтому мы это ему сделать не позволим, этого подарка он не получит. И все будет развиваться именно так, как я сказал. Перемирие, мирный договор, полгода, выборы. Вы, конечно, знаете, что все ваши социальные сети признаны в Беларуси экстремистскими. Такая вот загогулина, при том, что самое экстремистское это было ваше интервью с Лукашенко от 6 августа 2020 года. И оно висит на сайте у Лукашенко, но, однако, вы при этом экстремист. Давайте сейчас увидим самый, может быть, известный отрывок с этого интервью. Александр Григорьевич, скажите, пожалуйста, для меня крайне важно, как для человека, который любит свою страну, где погибло 14 тысяч уже человек, от российских наемников, от российского оружия. Для меня крайне важно, чтобы территория Беларуси, граница с Беларусью охранялась белорусскими пограничниками, белорусскими войсками, чтобы там не стояли россияне. Вы сейчас можете повторить, что с территории Беларуси россияне к нам не придут? Никогда. Спасибо. Тем более с оружием. Дмитрий, а знаете ли вы, что тогда вот это ваше интервью за 3 дня до выборов вызвало много обид у белорусов, потому что уже были репрессии, уже потенциальные кандидаты в президенты сидели в тюрьме, уже хватали журналистов, и вы приезжаете, делаете такое интервью, которое многие восприняли как легитимизация Лукашенко. Ваш стиль, вы не очень, так сказать, резкие вопросы обычно задаете, и немножко это было и с Лукашенко. Или вы не согласны с такой оценкой? Я подробно остановлюсь сейчас на этом вопросе. Я только хочу сказать, что мои соцсети запрещены в Беларуси, я там кем-то признан. Я хочу сказать, что ни один гражданин Украины не получил от России в совокупности того, что получил я. Ни один гражданин Украины за все годы независимости Украины. Я признан в Беларуси иноагентом, в России иноагентом. Я внесен в реестр террористов и экстремистов. Против меня открыто уголовное дело по 3 статьям. Я предан суду в России заочно и осужден на 14 лет. Я объявлен в международный розыск, и, наконец, Путин лично поручил Бортникову меня физически устранить. Служба безопасности Украины уже поймала несколько групп киллеров, которые приезжали сюда по заданию Путина, чтобы меня просто убить. Поэтому я долгое время нахожусь под охраной государства и не могу даже дома находиться, поскольку велика эта угроза. Теперь, что касается интервью с Лукашенко. Я напомню, что я приехал к президенту соседской братской Беларуси, который являлся на тот момент самым популярным президентом другой страны в Украине. По опросам, проведенным среди украинцев, официальным опросам, Лукашенко шел на первом месте, ему доверяли 64% украинцев. Я приехал к президенту Беларуси, который находился в состоянии конфликта с Путиным, который очень тепло общался со всеми нашими президентами, в том числе с президентом Зеленским. Они встречались неоднократно, у них были замечательные отношения. И, наконец, я приехал в тот момент, когда в Беларуси были задержаны вагнеровцы, и решался вопрос о выдаче этих вагнеровцев Украине. И президент Беларуси пообещал мне, что вагнеровцев выдадут Киеву.
Поэтому мне представлялось крайне важным, чтобы Лукашенко, который искренне ненавидит Путина, а Путин искренне ненавидит Лукашенко, чтобы Лукашенко занимал украинскую позицию и чтобы он подтвердил, вот вы сейчас главный отрывок продемонстрировали, чтобы он подтвердил, что никогда с белорусской территории не войдут войска фашистской России в Украину. Лукашенко оказался таким же лгуном и негодяем, как Путин. Я вам скажу, я не ожидал, что он будет творить с оппозицией, когда начались массовые протесты после его фальшивого избрания в 2020 году. И спустя дней 8 или 9 после моего визита в Минск я заклеймил позором Лукашенко официально, обратился к белорусам и назвал его просто подонком, потому что так издеваться над своим народом может только подонок. Но он трижды подонок, потому что с его территории пришли сюда эти орки проклятые, и ненависть к нему и у меня, и у украинцев просто зашкаливает. Ну, я уже не говорю о том, что он официально, выступая на пресс-конференции, сказал, что Гордона надо срочно привезти в Минск и посадить его в СИЗО. Вот. Я хочу сказать, пусть он о себе думает, куда его посадят, чтобы не на кол его посадили, толстой его задницей. Спасибо, Подонок. Дмитрий. Спасибо на таком завершении. Хотел бы поговорить больше, но как раз 15 минут нашего эфира, мне кажется, очень интересно поговорили. Спасибо еще раз, что нашли время подключиться к эфиру Белсата.